Год работы Айсена Николаева. Что удалось реализовать за время руководства самым крупным регионом России? Доступное жилье. В Аймиконском районе 6 семей получили сертификаты на покупку жилплощади. Трудовое лето. В поселке Сангар организовали ярмарку вакансий для школьников. В эфире новости, в студии Кристина Якупова. Здравствуйте. В навигацию 2019 планируется завести более 1000 тонн жизнеобеспечивающих грузов. Всего же по рекам республики должны доставить до мест назначения более 3 миллионов. В Амгинском районе на сегодняшний день разгружено 16 тысяч тонн каменного угля. Всего за период судоходства туда будет доставлено 30 тысяч тонн. Из-за понижения уровня воды на реке Амге возможны частичные разгрузки угля в селе Самарсун. Ожидаем 29 числа в подход в Джибарике еще 2 барж грузоподъемных тоннажом 5000 тонн. Ну, единственное, что в данный момент уровень воды у нас на Амге 305 сантиметров, то есть для нашей осадки маловато. За последние сутки падения воды составили 22 сантиметра, вода падает и быстро падает. Поэтому в данный момент рассматривается возможность частичной загрузки нашего флота, не на полную грузоподъемность. При дальнейшем падении такими же темпами, как сейчас, возможно, будем частично выгружать в Самарсуне уголь. Самый крупный спортивный объект в сельской местности Якутии будет возведен в поселке Нижний Бестях Мегино-Кангаласского района. Трехэтажный спортивный комплекс с универсальным залом на 503 зрителя и 2 плавательными бассейнами введут в эксплуатацию уже в 4-м квартале следующего года. Строительство спортивного объекта обойдется более чем 700 миллионов рублей. Половина из которых будет выделена из федерального бюджета. Помимо второй половины суммы, республика также предусмотрит еще 180 миллионов на обеспечение спорткомплекса мебелью, спортивным инвентарем и снаряжением. Объект на самом деле выдающийся. Здесь будет первый на территории Мегино-Кангаласского улуса плавательный бассейн, причем даже не 1, а 2. Будут игровые залы, будут специальные залы для аэробики, для силовой подготовки. Общая площадь данного спортивного объекта составит свыше 7000 квадратных метров. Безусловно, этот объект станет украшением не только Нижнего Бестяха, но и всего Мегино-Кангаласского улуса, всех заречных улусов. Сегодня ровно 1 год, как Айсен Николаев занимает пост руководителя региона. Какие приоритетные задачи глава поставил перед правительством республики и какие показатели можно отметить сегодня в материале Дмитрия Тымырова. Клянусь своей честью и достоинством, что буду добросовестно исполнять обязанности главы Республики Саха-Якутия. Ровно год. За этот период главой региона была проделана большая работа. Айсен Николаев определил несколько основных направлений работы и развития республики на период до 2030 года. Первым его указом было обеспечение экологического благополучия жителей региона. Во исполнение этого указа правительством Республики Саха-Якутия принят план реализации указа об экологическом благополучии, куда вошли много природоохранных мероприятий, в том числе вопросы реформирования твердокоммунальных отходов, вопросы обеспечения чистой водой, вопросы обеспечения биоразнообразия на территории Республики Саха-Якутия. Кроме того, Республика Саха-Якутия успешно вошла в реализацию национального проекта «Экология». Также вопрос экологического благополучия населения вошла в стратегическую задачу развития региона. Вторым вопросом Айсен Сергеевич определил меры поддержки жителей республики. Сюда вошли вопросы поддержки рождаемости, многодетных семей и вопросы реализации второго этапа ликвидации аварийного жилфонда. Так, в рамках реализации указа о дополнительных мерах поддержки рождаемости предусмотрены меры поддержки семей. Это единовременная и ежемесячная денежная выплата, региональный маткапитал и выплаты на приобретение или строительство жилья многодетным семьям с 5 и более детьми. Как отметили в Министерстве труда и социального развития республики, данные меры поддержки помогут республике увеличить численность населения до 1 миллиона человек. На сегодня, в текущем году, в республиканском реестре состоит всего 1749 семей.
И значит, в этом году на 2019 год было предусмотрено 100 миллионов рублей. И дополнительно в рамках поручения главы республики дополнительно выделяются 250 миллионов рублей. То есть всего, получается, на эти цели 350 миллионов рублей будут выделены за счет государственного бюджета республики. В век информационных технологий особо хочется отметить также показатели реализации указа об инновационном и цифровом развитии региона. Благодаря работе по этому направлению жители отдаленных районов республики получили доступ к сети интернет. Сегодня им пользуются 92% жителей республики. Сейчас, конечно, вот мы подсоединились уже здесь оптоволокно, конечно, побольше возможностей. Возможность в чем? То есть мы можем теперь пользоваться приложениями Сбербанка, госуслугами, оплатить коммунальные услуги, оплатить сотовую связь. Также сегодня поставлена цель увеличить объем привлеченных в высокотехнологичные и инновационные проекты инвестиций в размере не менее 1 миллиарда рублей в год и 100% обеспечить доступ якутян к интернету, а также к государственным и муниципальным услугам, предоставляемых в цифровом виде. В целом хочется сказать, что глава региона Айсен Николаев определил 5 стратегических указов, направленных на социально-экономическое развитие республики. Помимо 3 вышерассмотренных указов, сюда еще вошли указы о стратегическом направлении развития образования и сельского хозяйства. Более подробно о них мы расскажем в итоговом выпуске новостей за неделю. Дмитрий Тымыров, Семен Семенов, Павел Пахомов, Якутск. Доступное жилье – это не миф, а реальность, которая успешно работает в республике. В Аймиконском районе 6 семей получили сертификаты на покупку жилплощади. На торжественном событии побывали наши коллеги. В благоприятной обстановке долгожданный сертификат пришли получать 3 семьи. К сожалению, не в полном составе. Мама с ребенком и жена, ждущая мужа из армии. А многодетная семья Абрамовых все в сборе. Очень хорошие деньги. Я думаю, что вы разумно используете этот сертификат, и все у вас будет хорошо. Да? Именно они получили полную сумму 1 миллион рублей. Пока вот так конкретно, вот пока не получили сертификат, ничего сильно не планировали. Сейчас будем уже думать. Наверное, скорее всего, строительство дома, индивидуального дома, наверное. Но долго думать не получится. Семьи, получившие сертификат, в течение месяца должны приобрести жилье, либо вложиться в строительство дома. Как отмечают специалисты по семейным делам, у многих состоящих в очереди семей сдан неполный пакет документов, а таких в районе приблизительно 90 семей. Сложно найти эти семьи, так как вообще нет никакой информации, и даже если есть, мы пытаемся их найти, приезжаем к ним на адрес, там уже живут другие семьи, и мы не можем им выдать сертификат. И они вот так вот уже по 10 лет стоят в очереди. Но те, кто уже сегодня получил сертификат на приобретение жилья, со спокойной душой будут обсуждать варианты и принимать решения о собственном жилье. Артур Старостин, Светлана Поцелуева, Аймиконский район. Ярмарку вакансий для школьников организовали в поселке Сангар. Трудовая занятость подростков в свободное от учебы время является одной из мер профилактики асоциальных явлений в молодежной среде. А также трудовое воспитание является одной из форм повышения уровня материальной поддержки несовершеннолетних. 10 детей у нас будут работать через улусную администрацию, 10 детей будут работать через поселковую администрацию. Заработную плату будут выплачивать на 0,5 ставки, 14 100. Центр занятости будет оплачивать материальную поддержку в размере 4376 рублей 75 копеек. Все это будет перечисляться на счета детей. Дети будут работать по благоустройству родного поселка Сангар. Товары из Белоруссии славятся исключительным качеством и абсолютной экологичностью. У якутян появилась возможность оценить эту продукцию лично. Ульяна Шагина побывала на ярмарке белорусских товаров. Полукопченые колбасы, краковская, королевская, деревенская из свинины, паштеты из печени, бужали изысканные 3 разных видов. С утра у прилавка с мясной продукцией толпится народ. Я купила, колбасу вареную, краковскую. И вырезку, бекон. Продавец Надежда каждому отрезает небольшой кусок на пробу. В качестве продукции уверена на все 100%. В составе нашей колбасы присутствует в основном мясо. Нет добавления сои. Идут натуральные продукты. Проходил мимо, предложили продегустировать. Неплохое качество, очень хорошее. Буду теперь брать.
здесь колбасу. Ну и видно, что мясо натуральное, хорошая, вкусная колбаса. В Якутию приехало несколько фур с белорусскими товарами. Дорога тяжелая, признаются продавцы. Тем не менее, привезли большой ассортимент продукции. Все машины оборудованы холодильными установками. Мы представляем только белорусских производителей. Все товары у нас белорусские, качественные. Заводы в Белоруссии до сих пор работают по ГОСТу, принятому еще в советские времена, в 70-е и 80-е годы. Об этом можно судить, к примеру, по молочной и консервной продукции. Тушеночка у нас все по ГОСТовским стандартам идет, то есть 97,5% по закладке мяса идет. Помимо продовольствия широко представлен и текстиль. Все из бязи и льна. По словам продавцов, при правильной стирке они прослужат 15-20 лет. Ярмарка расположена на территории Саха-экспоцентра по адресу Ярославского, 12/1 и проработает до 7 июня включительно. Ульяна Шагина, Павел Пахомов, Якутск. Сроки проведения первого фестиваля молодежи Якутии «Табыс» переносятся. Так, мероприятие пройдет с 12 по 15 июля включительно, а не в июне, как ранее было заявлено. Напомним, в этом году на территории Хангаласского улуса в туристско-этнографическом комплексе «Арто-Дайду» впервые состоится фестиваль «Табыс», который придет на смену ежегодно проводимого республиканского ИСЭХа молодежи. Формат мероприятия несколько расширен и включает в себя деловую, спортивную и культурную программы. Участником может стать любой желающий данного фестиваля. Заявки принимаются, ну и, соответственно, размещение будет палаточное же. У нас в местности Арто-Дайду, в принципе, никаких ограничений нету. Любой желающий, поддерживающий молодежные движения, принимают участие в данном фестивале, высказывают свою точку зрения, учатся от своих сверстников. Поэтому, я думаю, это будет очень интересно и познавательно для молодежи. Заявочная кампания уже стартовала. В принципе, вот заявки могут подавать и в администрацию муниципального района, и в Министерство по молодежной политике и социальным коммуникациям. Что удалось реализовать за время руководства самым крупным регионом России? Смотрите выпуск передачи «Якутия вперед» на телеканале «Якутия-24» через пару минут после выпуска новостей и на НВК «Саха» в 19:55. Глава республики расскажет, какие ключевые цели достигнуты за год и какие меры предстоит принять для улучшения благополучия жителей Якутии. Такова информация к этому часу. Как будут развиваться события, вы узнаете в следующих эфирах. Оставайтесь с нами.